Эта девочка была не как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все как снег. Она одна, словно кровь была красна. Стихотворение «Красная ромашка», написанное Мусой Джалилем, еще в 1942 году повествует о битве одного русского солдата с 15 врагами. Ромашка же красна от того, что раненый боец лежал на траве, где рос цветок. На финал конкурса это произведение выучили многие участники. Луч поляну осветил и ромашки разбудил, улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Понравилось это стихотворение и 6-летней Айзе. Девочка вообще любит произведения Мусы Джалиля, знает биографию поэта. Например, когда в 1943-м он попал в гестапо, поэта отправили в концлагерь Моабит. Там он писал стихи в тетрадь, которую шил из отдельно найденных листков. Что на глаза попало, на стене, на газете, на половину бумаги, где только он не нашел бумагу либо стену. Он великий писатель, я это знаю, и Муса Джалиль пожертвовал собой ради нашей Родины. Конкурс чтецов строками мужества был посвящен 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля, татарского поэта, журналиста, военного корреспондента, героя Советского Союза. Заявки на него подали более 200 участников. В финал вышли 62 человека. Самому младшему участнику всего 5 лет, а самому старшему 52 года. Стихи читали на татарском и русском языках. Жюри обращает в первую очередь на понимание текста. То есть ребенок, если он рассказывает стихотворение, он должен понимать о том, о чем говорит, особенно на татарском языке. Выразительность, то есть стиходействие какое-то, как себя ребенок на сцене ведет. Победители конкурса теперь выступят 26 февраля в Доме народного творчества на фестивале поэзии, который также будет посвящен 120-летию со дня рождения татарского поэта. Светлана Шумкова, Альбина Валеева, Булат Зиганшин. Новости НТР.